ситуация, как вот там обстановка, где открытое горение? Где заправляемся? С левой стороны. Сейчас у меня дополнительно я вызвал 19-ю часть из Хамана, Серебрянку. Вот вертушка над нами пролетела. Көңіл айтуға әде келіп отырмын. Специально я приехал, чтобы выразить вам соболезнования по последствиям еліміздің қайғысы. Большая трагедия для всего нашего народа. Я хочу сказать, что все, кто виноват в этой трагедии, будут привлечены к ответственности по закону. Я приехал специально, чтобы выразить вам соболезнования, это раз. Во-вторых, сообщить, что всякая помощь будет оказана, будь это финансовая помощь или другая, по устройству детей, в детские сады, в вузы. Все, что вы скажете, все, что нужно, любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вместе с вами, вы наши граждане, граждане нашей страны, я несу за вас ответственность. Я, как глава государства, приношу свои извинения за то, что случилось. Все кредитные истории будут закрыты. Я сделаю все возможное, чтобы вы не нуждались. Елімізде тағы да алапат өрт болып жатыр. Өкінішке қарай, тілсіз жаумен күрес кезінде азаматтарымыз қайтыс болды. 14 адам қызметтік міндетін атқарып жүріп, ерлікпен қаза тапты. Мен жаңа бұл адамдардың туысқандармен кездестім, өте ауыр әңгіме болды. Жұрт жылап отыр, үкіметке наразылығын айтып жатыр. Марқұмдардың отбасыларына және жақындарына қайғыра көңіл айтамын. Қайтыс болған азаматтарды 1 минуттық үнсіздікпен еске алайық. Сейчас о ситуации доложит вице-министр Марат Кульдиков. Пожалуйста. Господин президент, на сегодняшний день обстановка по пожару стабилизировалась. Все необходимые силы средства на сегодняшний день все работают, расставлены по местам. Доложите, почему вы с самого начала, сейчас вы докладываете ситуацию, которую я и сам вижу. Почему с самого начала не были предприняты необходимые меры? Почему пожар был хотя бы не локализован? Почему нет алгоритма действий? Вот случился пожар. Почему дается неправильный прогноз по масштабам пожара? Почему министр, которого я снял, и все руководство проявляет абсолютно равнодушие к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей? Вы понимаете, 14 человек погибло. Сейчас я вот встречался с ними. Это дети семейств, это сами отцы семейств. В одной семье вообще никто не остался после гибели. В одной семье вот 2-летний ребенок остался сиротой. Люди закредитованные, они были единственными кормильцами. Вы что наделали вообще? Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал. Аким области вообще собирался очень долго. Отправляет своих замов. Что соотношение к работе? Вот об этом докладывать я что сейчас. Потом конкретный вопрос. Почему неправильный был прогноз? Господин президент, как вы знаете, 8 июня 10:39 произошел пожар в 66-м квартале государственного лесного природного резервата семьи Орманы. Туда выехали 27
лесников и 11 единиц техники. По прибытию этих подразделений получается, что к этому месту доехал только один трактор в течение 1,5 часов. Пожарная техника и другая техника не могла доехать в связи с тем, что местность очень тяжелая, труднопроходимая, пески, густо заселенная. В связи с этим 66-й квартал только доехал трактор, который сделал опашку вокруг загорания. После течения часа уже площадь пожара была уже 50 гектаров. После этого они еще дополнительно начали вызывать по алгоритму действий семью Арманы, привлекать еще дополнительно силы и средства других филиалов лесхозов семьи Арманы. Нам сообщение поступило в 13:00, когда они запросили у нас помощь. К месту пожара выехали подразделения Баратульского района, это в составе 4 единиц техники, 24 человека. После этого, к этому времени уже 16 часам площадь пожара составляла 100 гектар. Также был направлен сюда с министерства председатель комитета по комитета противопожарного. В общем, доклад я прерываю, бестолковую информацию даете по уже абсолютно не актуально. Значит, новый министр. Я вам даю полномочия рассмотреть ситуацию, прежде всего кадровую, в министерстве, поскольку люди непрофессионально работают, и дать соответствующие предложения. Потому что нам нужны профессиональные кадры. Ну, вот видите, как докладывают. А если так работали, то что? Упущений много, отсутствие оперативности, я бы даже сказал, сопричастности этому бедствию. Вы сами, как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия. Поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Но я понимаю, область новая, вы новый аким. Только из этих соображений я объявляю вам просто выговор сегодня. А так, в принципе, за такие вещи нужно сходу увольнять. Мы потеряли 14 человек. Вы что, шутите, что ли? Причем при исполнении служебных обязанностей. Сейчас ваша задача вместе с правительством взять на контроль исполнение всех обещаний, которые я дал нашим гражданам пострадавшим. Роман Васильевич, там надо, значит, составить весь список, все пожелания, которые были высказаны со стороны людей, потерявших своих родственников во время этого происшествия. Словами делу не поможешь. Да, я высказал соболезнования, но сейчас надо помогать людям конкретно. Я выражаю благодарность за службу, за работу. И все, кто проявил себя в этой трудной ситуации, будут, естественно, отмечены, награждены. Отдельная благодарность волонтерам. Рахметімді айтам. Жарайсыңдар. Енді үлкен апат болды. 14 адам қаза тапты. Енді жаңа азаматтармен кездестім. Өте ауыр жағдай. Сондықтан бұл үлкен қасіретті апат кезінде бәріміз халық болып, ұлт болып бірге жұмыс істеуіміз керек.